второй день в Коми работает первый туристский конгресс регионов Севера. Коми стала крупнейшей дискуссионной площадкой северо-запада России. В Сыктывкаре собрались эксперты, общественники, представители федеральной и региональной власти со всего севера страны. Панельные сессии, тематические воркшопы и пленарные заседания. Программа проекта разнообразна. Главное – установить деловые контакты, решить вопросы отрасли туризма и, конечно же, определить ее дальнейшие векторы развития. Виктория Денисова подробнее. Развить связи между регионами, разработать маршруты и увеличить поток туристов внутри страны. А быть может и привлечь внимание иностранных путешественников. Такова повестка туристского конгресса. Природа, быт жителей и культура нашей малой родины – это именно то, что делает регион уникальным. Чем не причина посетить Республику Коми? Туризм должен начинать в первую очередь с тем, что те люди, которые живут в Вите, в Усинске, в Воркуте, тоже познакомились с регионом. Есть много всего, можно много всего увидеть, и вы не пожалеете, что когда вы приезжаете в Устильму или в Вижму, или естественно, на Урале, это действительно очень новые впечатления. Эту цель и преследуют участники конгресса – показать жителям страны, что туризм не только путешествие за границу. Одна из идей – возродить серебряное ожерелье России, своего рода аналог знаменитого «Золотого кольца». Еще в 2015 году удалось создать туристский проект для создания и обслуживания целого комплекса маршрутов. А это и города, и уникальные памятники истории и культуры северо-запада России. Иными словами, это возможность объединить 11 северных регионов и сделать их единой площадкой для путешествий. Очень большое количество вовлеченных, так называемых заинтересованных лиц в данный проект. Это, конечно, и органы государственной власти, и туристические организации, и объекты транспортной инфраструктуры, транспортные компании. Это и средства массовой информации, которые продвигают конкретные продукты, маршруты. Это и вовлечение современных средств коммуникации, как мессенджеры, социальные сети и так далее. Поэтому вот все эти вопросы, аспекты взаимодействия как раз обсуждаются. Для начала необходимо создать дорожную карту. Ее разработка включает в себя 3 блока. Первый – создание бренда. Проект должен стать узнаваемым. Важную роль играет информационное сопровождение проекта. Изюминкой станет путеводитель. Вместо привычной информационной справки турист получит журналистский текст, дабы зацепить аудиторию. Далее наладить транспортную инфраструктуру, после чего объединить ожерелье с уже существующими на территории северных регионов проектами. Если мы будем опираться на поддержку Ленинградской области в выпуске путеводителя, то контентное наполнение этого путеводителя желательно делать руками журналистов, которые лучше, чем кто-либо другой, живым языком, с умением зацепить интерес читателя, смогут подготовить материалы. Конгресс собрал 350 экспертов федерального и регионального уровней, представителей 20 регионов страны. Туризм на севере обретает второе дыхание, дабы обратиться к родным местам, по-новому взглянуть на культуру севера и, может, открыть для себя что-то новое стало в разы проще. Виктория Денисова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.